Охваченный чувством, что еду на какую-то другую планету, проехал я сначала по железной дороге до Вологды, потом несколько дней на пароходе до Уссысольска. Дальнейший же путь пришлось совершить в Тарантасе через бесконечные леса, между пестрых холмов, через болото. Я въезжал в деревню, где население с желто-серыми лицами было одето так пестро и ярко, что казалось подвижными двуногими картинами. Никогда не сгладятся из памяти большие двухэтажные резные избы с блестящим самоваром в окне. В этих-то необыкновенных избах я и повстречался впервые с тем чудом, которое стало впоследствии одним из элементов моих работ. Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить. Василий Кандинский, Берлин, из книги воспоминаний «Ступени», 1913 год. Выдающийся русский живописец, график и теоретик изобразительного искусства, один из основоположников абстракционизма Василий Васильевич Кандинский, родился в 1866 году в Москве. Кандинский, он очень много сделал вообще для развития искусства. Он является основоположником абстракционизма. К сожалению, вот само понятие абстракция у нас до сих пор понимается не совсем правильно. И тут очень много путаницы в этом вопросе. Например, в свое время Пикассо сказал такие слова: «Абстракционизм придумали мы». Он очень сильно ошибался. Пикассо не создал ни одной абстрактной работы. Почему? В современном искусствознании есть сейчас уже такие понятия, как предметное искусство и беспредметное. Пикассо, он работал в области предметного искусства. То есть можно предмет деформировать, можно его принять там за куб, можно его как угодно изуродовать, но это все равно будет работа с предметом. Беспредметное искусство, там нет предмета. И вот Кандинский первый вторгся в область беспредметного искусства и основал это направление. Что такое абстрактное искусство практически? Допустим, возьмем такой пример. Человек в темноте идет и стукается лбом о шкаф. Как это можно изобразить? Ну, можно изобразить сумерки, такой шкаф, кубообразный предмет, и человек прислонился лбом к углу, да, и подписать, стукнулся. Это предметное решение вот этой темы. А можно изобразить саму боль. Без шкафа, без человека, а саму боль. Чтобы изобразить саму боль, нужно знать свойства линий, свойства цвета, какие цвета передают состояние боли, и заключить их в правильные очертания, использовать линии, которые передают вот эту экспрессию. Кандинский, он как раз вынужден, так как он стал работать в абстрактном искусстве, он вынужден был заниматься этими вопросами, и поэтому ему удалось открыть некоторые вещи, такие первоначальные в области восприятия цвета. В детстве, наряду с посещением классической гимназии, Василий учился играть на фортепиано и виолончели. Занимался рисованием с частным преподавателем. В детских рисунках уже встречались весьма необычные цветовые сочетания, которые он объяснял по-своему. Каждый цвет живет своей таинственной жизнью. Однако родители Василия в будущем видели его юристом.
В 19 лет юноша поступает на юридический факультет Московского университета. Его интересовали римское право, русское право, но параллельно он увлекся этнографией. Еще в 1888 году Василий Кандинский, будучи студентом юридического факультета, сделал доклад о архаичных верованиях зырян и пермяков. То есть это было за год до его экспедиции. Да, он выступил с таким достаточно серьезным, большим научным докладом. И этот доклад был высоко оценен, между прочим, Московским этнографическим обществом. И Кандинский получил за него первый приз на той конференции, где он выступал. Вот зачем они занимались этнографией, казалось бы, такой предмет был у юристов, чтобы лучше познать психологию людей разных национальностей. И вот все это вкупе этих студентов толкало, так сказать, в летние месяцы в экспедиции. И Василий Васильевич Кандинский очутился в одной из такой экспедиции в Коми-крае. 29 мая 1889 года по старому стилю Кандинский выехал в Вологду по железной дороге. Посетив юго-западные земли Вологодской губернии, будущий художник отправился к зырянам на северо-восток. Экспедиция пролегала через Вологду, Кадников, Тотьму, Великий Устюг, Сольвычегодск и главный город зырян Усть-Сысольск. Василий преследовал две цели на Коми-земле. Первая цель – это было изучение обычного права северного крестьянства, да? Ну, то есть изучение неких неписанных законов, по которым вот люди живут, сосуществуют, выясняют, кто прав, кто виноват и так далее, и так далее. Да? Это была одна цель. А вторая цель – он очень хотел найти среди коми-населения Вычегды какие-то следы очень архаичной мифологии, мировоззрения, ритуалов. И Василию Кандинскому хотелось найти такие черты в фольклоре, в этнографии, которые бы избежали славяно-русского влияния. Да? То есть, условно говоря, он хотел найти какие-то реликты, восходящие, ну, с его точки зрения, к эпохе до 8 века нашей эры. Долгую дорогу Кандинский коротал за чтением финской Калевалы, беседами с проводниками из местных и ведением дневника. Дневником служила карманная книжка-календарь в плотной обложке. Путевые заметки с записями и зарисовками путешественника занимают 22 страницы. Иногда записи сделаны карандашом, иногда чернилами. Интересно, что вплоть до 21 века в России не было доступа до этих записей. Так решил сам Кандинский. Эти дневники после его смерти остались у его жены Нины Николаевны. Она все эти дневники путешествия в Коми-край сдала в культурный центр имени Жоржа Помпиду в Париже. В течение полувека, даже больше, об этих дневниках никто не знал. Ну, знали, конечно, исследователи творчества, что такой дневник есть, но в России они не были обнародованы нигде. Вот я, например, узнала об их существовании от очень интересного человека, краеведа, который жил в селе Усть-Вым долгие годы, Станислава Владимировича Сальникова. И вот он случайно, узнав о Кандинском, о том, что у него были дневники, заинтересовался ими. И еще в начале этого века, когда еще дневники эти в Коми и в России не были опубликованы, он связался с центром Жоржа Помпиду, откуда сотрудница одна выслала ему несколько ксерокопированных страниц этого дневника. И в первом России попали именно эти страницы дневника и попали именно в Усть-Вым. Из дневника. 18 июня. 12 часов ночи я выехал в Зыряне. Ме Коми. Коми, зырянин, морт, человек, войтер, люди, коми-войтеры, зыряне. Запуганы чиновниками до невероятности. Кругом русской речи не услышишь, но легко поддаются ласковому обращению. В
Выехав из Яринска утром, вечером 18 июня Василий Кандинский достиг Усть-Сысольска, единственного уездного города вологодских зырян. Приехав в Усть-Сысольск, пошел к Туру, врачу. Вечером был в земской больнице. Отправил телеграмму, ходил по домам, был у исправника. Затем, побывав у Тура, пошел к Афанасию Яковлевичу, где и просидел за расспросами и чаем весь вечер. Срисовал всякие штуки. Песня найдена. Уже на следующий день, 20 июня, Кандинский отправился в большое зырянское поселение Усть-Кулом. В дневнике он упоминает своего зырянского проводника и переводчика. Вместе они ехали по почтовой дороге вдоль извилистых берегов Вычегды, через редкие зырянские села. Ехали почти без остановок всю ночь. Утром 21 июня они прибыли в Усть-Кулом. В 10 часов утра приехал в Усть-Кулом. Встретил судебного пристава, которого и подверг допросу. Ели утку и рыбу. Коми раздирали руками. Говорил с писарем волостного правления, хозяевами. С ними даже подружился. Ходил в керки. Зыряне бегают меня смотреть. Василий Кандинский искал следы древних зырянских богов. Пытался найти в нынешних Коми отголоски, сгинувшей после крещения языческой чуди. Молодой этнограф обнаружил, что у зырян сохранились следы древнего почитания явлений природы. Они верили, что солнце может видеть, сердиться, посылать град, а ветер способен слышать, понимать и исполнять просьбы. Будучи в Усть-Куломе, он записал в дневнике: «Да здравствует Усть-Кулом! Бог чудов найден!